Это программа «Новости», в студии Саид Ахмадов. И здравствуйте. Нарушение земельного кодекса. На каких основаниях проекте Кадыров поручил исправить ситуацию, иначе меры ответственности будут жесткие. Мечты сбываются. Паломники из Чечни побывали внутри Каабы. Танцевальные ансамбли из регионов России и зарубежья. Танец является самым ярким воплощением духа народа, его нравственных ценностей. В Грозном состоялись финальные выступления 8-го международного фестиваля имени Махмуда Исамбаева. И дорожный праздник. Сотрудники Министерства автомобильных дорог отметили профессиональную дату. Рамзан Кадыров провел расширенное совещание с представителями различных ведомств и главами всех муниципалитетов. На повестке распределение земельных участков и строительство новых объектов. В ходе проверки властями выявлено ряд грубых нарушений. На прошедшей встрече глава региона потребовал объяснений. Слово Ясмине Гацаевой. Рабочая комиссия под руководством Магомеда Даудова провела очередную проверку деятельности районных властей по распределению земельных участков и строительства новых объектов. По словам спикера парламента, за отчетный период количество необоснованно выделенных земель увеличилось. Такая же картина наблюдается и в вопросе возведения коммерческих объектов и жилых домов. Лидирующие позиции по незаконным постройкам занимается Гудермесский район, Урсмартановский, Курчелоевский. В целом, Рамзан Ахматович, район Глауш, Юртдайс Боба Бешбуш, Мюлх Юрта, Юрт Олистева, она хар самет кюк алдиона, эстега судя бух бут судя цинош до идин валлац диона. Я кан хаат сага халума датиз Олистева алдиона, ши каждый юрт дег ши район халятун участок дион, аж бабиш туам бац, незаконно дибо, шума дату просто акт подда, и по этому акту судья Белчани дион, адол шум дуиз, я кар изица до. Так, узаконить ши, вот сам предложение коммерческий объект хайлил диона, халячил участок диона. Если арабол дион, тут я Хинсунжинский район, халот свой сразу шин и схем дамаельных полностью шире он яхил 190 миллиард хайшу, 186 диона из сразу узаконить дион, вопрос закрыт. Бизнес диона, саншин район яхста. Вещь был в целом, вещь халга он сюрш да. واضح كندو تتع وياش أبيك تشوف ده الله تشتى سلام إيش تقال رمزان ماش ويوتشل ريجون شكارسيسكي فيدراسيا знак тугаца бяха закванц дохшточ в регионе аха за определенное время да она тысячами объектов бях незаконно объект, что чан чуах полет я царит шон дон тон эгаз свет я лие. Ой, заборде дон. На каких основаниях дин до ахарцина дон. Мот проекте удох что ахарца. В абару хатина да он хадил лахалат. العول أسباب إن أوجدك دون يوق عم بيحسون استياح Latnaš dana, Dolčadješ, Šadinski, Kurčalovski, Gudarmevski, Uruspartanovski район шу, Latnaš Емоластиевич. Своеобразными лидерами по нарушениям земельного кодекса, как стало известно из доклада Даудова, являются Гудермесский, Шалинский, Курчелоевский и Урсмартановский районы. Рамзан Кадыров подверг жесткой критике работу глав муниципалитетов и отметил, что списывание недочетов на предыдущего руководителя района не оправдывает их. Отметить нельзя, до меня Йоршер, свой анжел да. Саапиет наят, течение месяца, вопрос. Решить дедал, достал прав. Шон, лешдеши, абуалхи дон. Жимаром дон. Окей, там. Сурез ватон дас. Халуанях, шилуанях, санамнах каяхшпуга, дон. Шалинский дон. По городу Шали, Сунжинский район, Минмалар, полный шайк судья Ялюш,
Так, ярчка, я гин тут я был беш доктор. Reed toen deed een bijzem dan. Zo die hele dan. Terwijl het woord erop. Als reed toen deed je dan. Zo nou was het dan. Als je laat dat is toch. Als je doet dat is toch. Zo op je echt het. Maar je het struik, maar je dit kan. Dus hij is je commercie heb je. Zo dan, wij dan. Ik kan dan met Halle beginnen. Doe wij. Ik kan dan Halle voor Halle dan. Ook al heb je zo dan. وأحسن وضعي المدرسة وضعي المدرسة عن برايفت وضعي ده عشان أبغى كده كمرس أبي أكشف يشلش ورس مرتين وعلي وحبوا ده شكول ده أبي إيش بنيت ده ليتاليش ده كيش جازيش ده مصر ما جازيش ده هو كان هو ديش ولا وين ده بدي ده ولا إيش ده من هذا خلا ده من هذا خليه عشان ده ده من هذا ما يبغى غالنا الشيء كان ده من آخر جون استعين على وإيش أردح هنسي مسيت مليار مش هديك قروش الدو من آخر جون هو هنا الدو من آخر لبوس عق أنت عارفين الدو من آخر جون ده وقت ما هو حب ورثك وانا هو مير هو تعمل هو وش هو تيشمي هو الوقت ما تحسيه نيست دي ده نيست لا أحد يصير أسكاش نيست ده اسمه بريستوليني يا ديلشنا ديل ورانا يا سيري وانا ولا ديل ورانا واخر سيت أبيخ باقي دعوجر مواسس. В регионе создаются все условия для развития бизнеса и привлечения инвестиций. То, что люди хотят вкладывать финансы в малое и среднее предпринимательство, говорит об успехах властей. Однако это не значит, что при создании бизнес-проектов должны нарушаться законы, подчеркивает Кадыров. Только при заинтересованности местных властей можно избежать подобных явлений. وين لاتنش إتاك دات ولا لاتنش وين غاز سيغلط الحنج لام جو غاز يغلطش ثانية شنو جو واحد سو غاز عليه رمز عن ذلك بايمر تبع حيز وين صار صدق واحد ده اس وش بروجكت تاعك ده ما تقول وشاستك لو يلي ايش عمصو ما دو إن وش دو وهو قال أبيك شيء بيال دكدو ساعة تكيش وينه ساعة دو سيجا كيوسك زفرة كيش وإنسان غدير بدو وأس غدير دو ساعة أش إتيب على وش أتصل تضوجع يش أبيك شو أس برايفت لستياس روك سام وده سير أتو باش عن غاز إيه تشتريو سفت تشتريو هو دير دو ساعة بلا ما تيجي عن ساعة وي ليوش ما ده إناخ طايلة صحابيان ويدا عرف ساعة كي يختوش مو خله إيش تهول ده خلي يشيات. Ну а то, что у глав муниципалитетов нет должного внимания в вопросе распределения земельных участков, в своей речи упомянул и председатель правительства Чечни. Действительно, Бобеш Духаню, хотя самое элементарное глава совещания, чем Цабарду. Да Бог, что мы будем помогать. И помощью глава с поручением, делайте, Бог, Цадарду, Хюма дат, шум припомнишь, еш дат, гор юрта, гор урамтя на одну улицу, либо на квартал, общественный, так ответственный хлвез. Цунха адьез керта худу, ше квартал тя худу. Цушик так даются эти здания, что эти хардешду, просто банально нас, Бог цабарду. Хор батта, ярта, юрта, на улице ответственно должен баттаться, субботника есть стхан урам тя. Шолшкиран тя, вух урам тя, вух урам тя. И так, чтобы заметить, каждая улица охватывала, так не их сознание, ах, что, вайк Бог будет, и хвастца ези. Да, хвастца есть следующий год экологии. В результате есть что. И система хвату есть просто банально, Бог бабиз. Устранением всех выявленных замечаний главы района должны заняться незамедлительно, подчеркивает Кадыров. Контролировать работу поручено Магомеду Даудову. تغن دون دا أروع جبنا غلوا ريون أزني ما زيفات سراز تاش كان هوكينا هالغلوا ريون должен уровень занимается. Все. Завершая встречу, глава Чечни поздравил с днем рождения главу Грозинского муниципального района Бекхана Хасеева. Рамзан Кадыров после сказанных теплых слов в адрес именинника также пожелал ему и всем главам успехов в решении насущных проблем муниципалитетов. Ясмина Гацаева, Денис Хавхаров при поддержке пресс-службы главы республики. Новости. Баттл национальных танцев. В Грозном прошел 8-й международный фестиваль имени Махмуда Эсамбаева. В этом году в столицу съехались танцевальные коллективы с регионов России и 7 стран мира. На заключительном этапе выступлений побывала и моя коллега Луиза Хатуева.
Они готовились к этому событию целый год. Творческие коллективы в ожидании объявления результатов. Победить в международном фестивале значит сделать шаг к успеху на хореографическом поприще. Первыми слово взяли члены жюри в лице заслуженных деятелей культуры страны. Я хочу поблагодарить уже 8-й раз, выступая здесь на сцене, всех участников, прежде всего выступавших на этой сцене. И особенно тех, кто смог достичь таких результатов, которые позволили жюри их высоко оценить. Я хочу поблагодарить педагогов, участников, за то, что они подготовили участников к выступлениям на сцене. Ответственность выступления на сцене в Чеченской Республике, Республике танца, огромная. Соревноваться с танцорами, чеченцами безумно трудно. В крови у народа танец. И выдержать соревнования очень трудно, тем более достойно внимания, достойно уважения победа тех, кто сумел достичь здесь успеха. Я хочу поблагодарить Махмуда, потому что именно его жизнь, его танец, человека, родившегося в крови с танцем, несущим весь талант своего народа к танцу. Именно благодаря ему, его имени, его роли в искусстве танца собирается здесь 8-й год исполнители, любители, поклонники, знатоки танца, что делает этот конкурс от скромного начала к большому международному торжеству. И, конечно, я хочу сказать, что без поддержки первого лица республики, без понимания, как сказал его отец, что без культуры нет нации, все это было бы невозможно. В столицу прибыли конкурсанты из многих стран и 26 регионов России. А это около 150 участников. 8-й по счету конкурс танца собрал в зале и сотни почитателей этого вида искусства. Чеченскую Республику представляли 3 коллектива. Дорогие друзья, уважаемые гости, 8-й международный фестиваль-конкурс, носящий имя великого Махмуда Эсамбаева, снова приветствует вас на родине Махмуда, гостеприимной Чеченской Республики. Я благодарю вас всех, кто приехал вместе с нами разделить этот фестиваль, участвовать в этом конкурсе. Мы вам, как всегда, рады. Конечно, Чеченская Республика, благодаря титаническому труду главы республики Рамзана Ахматовича, во всех направлениях каждый год повышается уровень престижа, привлекательность республики во всех направлениях. И, конечно, благодаря этому с каждым годом расширяется география участников данного конкурса. Конечно, это нас обязывает все красивее, все ярче проводить этот конкурс, на более высоком уровне готовиться к этому конкурсу. И, конечно же, я пользуюсь случаем от всех участников этого конкурса, от всех работников, деятелей культуры Чеченской Республики. Хочу поблагодарить главу республики за то, что сегодня в нашей республике есть абсолютно все условия, чтобы и готовиться, и проводить такие мероприятия. И, конечно же, несмотря на сложное экономическое время, финансовое время, что нам наш руководитель в очередной 8-й раз подарил этот конкурс, и у нас есть замечательная возможность встретиться на дружелюбной, мирной Чеченской Республике. Участников оценивали в 3 номинациях. В каждой из них определились по 3 победителя. За сольное выступление диплом лауреата 1-й степени завоевал участник из Чечни. За парное исполнение призовое место присудили танцорам из Грузии, а в номинации «Групповой танец» 1-е место завоевали чеченские конкурсанты и участники из Нижнего Новгорода. Статуэтки с изображением короля танца Махмуда Эсамбаева и денежные вознаграждения они получили из рук почетных гостей. В номинации «Парный танец» награждаются Марет Байсаева и Зелимхан Хатуев, Чеченская Республика.
Гран-при фестиваля завоевал коллектив «Нохчо». Почетный приз передал глава региона. Гран-при 8-го международного фестиваля конкурса сольного танца имени Махмуда Эсамбаева награждаются Линда Арсибиева, Иман Висингириева, Мадина Хатуева и Марина Нагаева. Чеченская Республика. В своей речи Рамзан Кадыров поблагодарил всех участников и отметил роль Махмуда Эсамбаева в развитии хореографического искусства. Дорогие друзья, приветствую участников, членов жюри и гостей фестиваля конкурса сольного танца имени Махмуда Эсамбаева. Международный праздник танца проходит на гостеприимной чеченской земле 8-й раз. Я знаю, что за эти годы он стал очень популярным. Танцоры из разных уголков России и других стран приезжают к нам, чтобы показать свое мастерство, культуру своих народов. Наш первый президент, герой России Ахмад Хаджи Кадыров, был убежден, что без культуры нет нации. Танец является самым ярким воплощением духа народа и его нравственных ценностей. Проведение фестиваля является данью памяти легендарного чеченского танцора, народного артиста Советского Союза Махмуда Эсамбаева. Его в репертуаре были танцы многих народов. Зрители всего мира восхищались выступлением Махмуда. Мы гордимся его творчеством. Для нового поколения танцоров Махмуд Эсамбаев является примером для подражания и образцом высокого искусства. Я благодарю всех конкурсантов за участие в фестивале. Желаю всем дальнейших творческих успехов. Еще раз спасибо всем. Поздравляю всех. Сценический номер, костюмы и музыкальное оформление. Каждое выступление – это маленький спектакль, продуманный до мелочей. Участники показали не только высокое мастерство исполнения, но и передали в танце культуру своего народа. Решили приехать сюда, чтобы показать нашу культуру и постараться выступить наилучшим образом. Очень обрадовались тому, что будем здесь участвовать. Это для нас большая честь представлять нашу республику в Грозном. Первый раз мне очень понравилось, очень доброжелательные люди. После официальной части и церемонии награждения состоялся гала-концерт. Призеры международного конкурса в очередной раз продемонстрировали свой профессионализм и красоту национальных танцев. Махмуд Эсамбаев прочно внес свое имя в историю мирового искусства. Ему покорились танцы всех народов мира. Память о человеке жива, пока живет его дело. Это доказал выдающийся гений хореографии. Луиза Хатуева, Магомед Мударов, Джамалайл Хаджалиев и Зелим Закаев. Новости. Заветная мечта любого мусульманина. Для паломников из Чечни очередной раз открыли двери Каабы. На сей раз побывать в главной исламской святыне удалось 14 нашим землякам. Домой они вернулись накануне поздно ночью. Продолжит Алхазур Керимов. В семье Нетивых сегодня праздник. Поздравить Хожа Ахмеда с величайшим событием в его жизни. С самого утра приезжают родственники и односельчане. Он один из немногих, кому удалось попасть в Каабу и совершить там молитвы. إيدر خوي هون دالش قميلي أرت شرح سوا غرخ رمضان حاج تغلشي تسون إما تسون بيركة تسون ليرم أفترتي تغلشي سو مال دق دغني سكيس ناقلشي قال يشكح وتشو سوال رو سريخة أرسون رمضان بعد وشو حاج تشقات شخصه الحمد لله بو خوي إني أتر حيول زمان شو وتيجوش بول بوصل ناقة وتشوبوش بيش باتش شت وقت ديش بيش بو صار حقش بول معري على أولي شو معري حق صار أثر قلي دوك شو إندري سمو دول معري حق صار إشت هدوق دات طول كير حدا دولشتن هدوق كل حبقر موح بول هو بولو تسوش
دوق أثر خليه إن شو دوالك شو دوي الله أسكر جونا فاتن حدو آرر ماجر آرر دون حد عوج خين دون ده عمل قيل ولا رخ بعرك خش تويخش شاش بعرك خش تويخش تاع وشو يعمل شو تاعها هون قيهم ولا عبرك وجه تاع جوشوات هون تمس آردو شو تاع قي إتمنو تاع سوعير أو شو عدو عنش ديش. Почти 20 лет Хожахмед Кади Шалинского района. На эту должность его утвердил первый президент Чечни Ахмад Хаджи Кадыров, будучи муфтием Чечни. Кавалер ордена Кадырова, главную святыню мусульман, посетил уже 9-й раз. Но то, что ему позволит войти в Каабу, и в мыслях не было, говорит он. В этом году двери Каабы распахнулись для 14 наших земляков, в числе которых и спортсмен из Дагестана, друг главы республики Магомед Маликов. В священной Мекке все они провели 43 дня. государстве ра ца угадох ши чо ши иш низам луцер модалаха дел аятам бам шо ва пачхи беркатса ва пачхи сигадол гергалу ца ва пачхи лир бар бам ша вот я по яхша шоха ва нахши шулу цаба аба сова стага حاجز اشوانا اذا ديسن سوالا لا بوق بو خدولم دنيا دا حاخيل لك لك دي زالو اشتدر حالا إذا تشيخ يوريزن سوال البوق بالبويز وباتشخي بيركتسا هو شرا إتا بخيتا تا إتا حيز أشويتش إشتا تعدويش حالدو قشرا وباتشخي الدليغاسير ويتا حيز أشوار تيجي خاص دعاقي شد تيجي دول عيد لو خاص إيلي سر هو شاشة وباتشخي باكتن شد تلاتة تير ليرمتي لارمتي حيز أشودر باتشخي دو عودير وقومن دو عودير مصر بوسمنا دعوة ديلا إشتي بوق بقر ديل أيتام بقر هالميشر دو عالشة مثلا مخاءرة عامل حاج بعض وشا هادوش بيركة دو قدا سنغانت رمزان سا لقوياش نقبور ويدا سيلا وولش دالا هلوان ديلا نعمة دالا خامبا شكر دالا حيقل إيمان ويلوين هالنعمة دال لعتدوق شاقي بيركة عصودوق وباتش عالش ويشا إشتا Паломников накануне ночью встречают в Грозном. В аэропорт навстречу им приехали родственники и близкие. مصر نقطة هي لقوي صوتك أيوك شوي بتشاو تقطيك شو حخيل يول دوق ويل يسلو ريات عنقا تا أخوند ألشي قي حال دو يسيك شو حخيل دول أخوي خل ديوش قد خين خو ديش دال مقلق هيجي أو دي ريز خليل وين بتش عنا وين بتش سبع بعي سو وتبقى بيشوف بخيتين وين ما هار تخسن حجنز دخيتين حجنز حاجة لا دينا أخصولت أخشوت دي دقيتين إشت أسمكح عبادة ديش مكة قابة قوبش أس مكة سيد آلم بيش ليلين حدا كنت ودي رزق الآلور دقصون ويفتشان. Это не первый случай, когда верующие из Чечни удостаиваются честью побывать в самой святыне. Это стало практически ежегодной традицией. Такой неоценимый подарок для мусульман Чечни стало возможным благодаря Рамзану Кадырову, который последние несколько лет является хранителем ключей от Каабы. Глава республики лично поздравил паломников. الحمد لله ويصوب بعد يسقط الحمد لله صوب بعد الله لا شيء لا خلت ولا شيء سنة شو خلت الحالي صون الدنيا عدادة عن آخر شو سنة إيش تفهم شيء حال ده هون ده سيكل لك عشان سو قوبي سوي نتي نوات سوي شغل شيء هذا هون يو غلط سوي شغل ده حل شو دوس حل أدم وشيرة ده ولا هم مرز لشدو أردوان يدحر كل شكل ده حال يخ حريته هو ولا ما يقول يعني أتصل ده تامشين بالخوق تشاطر حالا. Верующие поделились с главой республики своими впечатлениями и поблагодарили руководство региона за предоставленную возможность. أخذ مكة شو يعجز لبيش بوش أسعر وناس جو حلول شغله حقيت سيدو
حقيقة وناسن جو لخر توشتوي ديريز الخون هذا كذا بيخم صار أحدين شان خون سأتن بركة القدر دوش أحبين بنديك بعض خون شنو حيس بخور دوش أتصل لخر هو دنيا تحقين لخر هم دوش أتصل لخر صوتنا قطعون شادك بيرك دوخ ديريز الخون. Сколько людей вы обрадовали? Дай Аллах, чтобы Всевышний Аллах тысячекратно вас обрадовал. Дай Аллах всех благом. إنسان شو عن شو وين شيء هم دا سلام إيش ضاق وين يوم يدالي يلشي أستاذ شيء سلام أحمد حجي دال غادة وبندول دائما أحمد حجي هو دقر وزنه وطونه دال مقلعتين شو حسام يالو تغير المال والشانه شيء سيل شو بيدي تاج أسرع دقر ويد الوشروط أعطون دين دكا يبقى عديسة بورداس. Паломники привезли Рамзану Кадырова символические подарки, которые вместе с собой они брали в святыню. Утреннюю молитву они совершили вместе с главой республики. Верующие в своих молитвах просили Всевышнего милости и процветания для чеченского народа. Алхазур Керимов, Шамиль Саламов, Залим Закаев при поддержке пресс-службы главы правительства Чеченской Республики. Новости. Главной святыне республики исполнилось 8 лет. За это время сердце Чечни успел стать визитной карточкой региона. Мечеть – одна из самых больших в мире. Одновременно здесь могут молиться более 10 тысяч человек. А увидеть эту красоту своими глазами сюда приезжают тысячи туристов. Слово Хамзату Аюбову. Его мечте суждено стало сбыться только спустя 10 лет. В разрушенной до основания Грозном эта мечеть должна была стать символом возрождения города и началом масштабного строительства. Однако расцвести чеченской столице тогда не удалось. Пустив свой первый росток, Грозный вновь погрузился в пепел. И строительство желанной Ахматом Хаджи Кадыровой мечети остановилось на одном этаже. У нас будет красивая мечеть, самый лучший мечеть, самый истинный мусульманин и самый процветающий республика в мире. То же место и уже вторая попытка построить в Чечне центральную и главную святыню, но уже 8 лет спустя, и дело продолжает сын Ахмата Хаджи. Строительство сердца Чечни поручением Рамзана Кадырова началось в апреле 2006 года. Еще на стадии возведения объект уже удивлял своими масштабами. Площадь 5000 квадратных метров, одни из самых высоких минаретов в России, огромный купол диаметром 16 метров и не только. Весь ход работ контролировал лично глава республики. Именно он прочитал здесь и первый азан в еще даже недостроенной мечети. Аллаху Акбар, Аллаху Акбар. Да, мула, уйдоны. Хаз угит калмаджи гирду, угит хазгала гирю. Да, мула, нохчик ам. Но буквально через 2,5 года на этом месте появляется самая большая в Европе и третья по величине в мире мечеть. Одно из самых грандиозных, но далеко не последнее мероприятие в сердце Чечни стало его открытие. Гости приехали из 28 стран мира. Весь день проходили религиозные обряды. А на территории святыни практически негде ступить. А за день до открытия в этой мечети побывал и президент страны Владимир Путин. Она производит сильное впечатление. Я думаю, что такой мечетью вправе гордиться не только чеченский народ и мусульмане Чечни, но и все мусульмане России. Это действительно большой подарок всему мусульманскому миру. Буквально с момента открытия мечеть имени Ахмата Хаджи Кадырова стала центром притяжения многочисленных туристов. Люди десятками, а то и сотнями приезжают не только с России, но и из зарубежья. Гид Дагмара Исакова рассказывает, каждые выходные мечеть посещают около 1000 человек. Фасад мечети отделан редким природным материалом. Это травертин, такое переходное состояние мрамора из одного в другое. Несмотря на все такие вот сложности с транспортировкой, он доставлялся сюда с окрестностей Мраморного моря в Турции. Впервые такой род травертина в истории упомянут при строительстве легендарного римского Колизея. В России его использовали только дважды при станции метро Выборгская в Санкт-Петербурге и при строительстве мечети Сердца Чечни. 36 люстр, на чье изготовление ушло порядка 60 килограммов золота. Это многочисленные кристаллы Сваровски, это ковер новозеландская шерсть высшего качества, индивидуальная работа, полностью ручная работа. Это минбар и михраб, полностью мраморный. Всегда на полукуполах отображается фаза Луны на момент закладки мечети. Понятно, что в полнолуние мечети не закладывают, и в данном случае при закладке нашей мечети тоже это учитывалось и отображается фаза Луны.
Сердце Чечни не только место, излюбленное жителями города и туристами, святыня имеет, естественно, и большое религиозное значение. В этой мечети люди не раз принимали ислам. Я работала с туристкой из Санкт-Петербурга. Женщина такого вот, скажем так, немолодого возраста. Мы с ней долго общались, смотрели город, после чего заключительная экскурсия была поход в нашу мечеть. Женщина долго находилась в этой мечети, буквально 1,5 часа, то есть молча сидела, наблюдала, смотрела, после чего она вышла и сказала: «Я хочу вернуться сюда вновь и принять ислам». Это было для меня на самом деле немножко неожиданно, но мы с ней после этого долго списывались по электронной почте. Вот, и спустя какое-то время она вернулась сюда, произнесла шахаду и стала нашей сестрой по вере. Это, наверное, самый яркий случай в моей практике. В главной святыне Чечни каждую пятницу собираются свыше 10 тысяч человек. Именно здесь отмечаются многие религиозные праздники. Сердце Чечни стало и местом, которое осчастливило сотни тысяч верующих республики. Сюда неоднократно привозились реликвии пророка Мухаммада. Да благословит его Аллах и приветствует. Дүйцы хазар яхбая қеч туркой махках кимахкаха дүйц хазар яхбая война хеза дат har мәждик бахандорша доқ беркеттелла бу солбшнахана керстине болчана хонда алчи керстине беш har мәждик бахандорша мәждик шу имдиллалуш арба харшая диня нистяша қахега герша да юхшбу. Отмечая 8-летие со дня открытия мечети, в сердце Чечни сегодня прошли религиозные обряды. Мавлид и зикр собрал верующих практически со всех районов. Здесь и известные богословы. Все собравшиеся молятся и просят Всевышнего о милости и процветании народом Чеченской Республики. Хамзат Аюбова, Адам Чекуев, Даниил Хавхаров. Новости. В Египте начал работу Генеральный секретариат международных организаций и учреждений по изданию ФЕТФ под эгидой президента Египта Абдуллы Фатха ас-Сиси. В конференции принимают участие представители более 80 стран. Российскую Федерацию представляет делегация из Чеченской Республики во главе с муфтием Салахом Хаджи Межеевым. Темой обсуждения стала научная подготовка и обучение методу ведения ФЕТФ имамов в мечети в немусульманских странах. Напомним, Духовное управление мусульман Чеченской Республики является одним из соучредителей данного секретариата. Конференция пройдет с 17 по 19 октября. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуh. Хузака или адайюча yok konferensiyo 80 почал khira yoz почал khira barkana علمنا بو مفتش بو الأمانة العامة بو شا جنرال секретариат по изданию ФЕТФ бо اشتقال لنا 2015 году قال لنا yok секретариатью سويقع ويا республика как учредитель должа России представлять вой долж ишта халду дала массу почал шкара конференцию ша ждабиоч болбу хозаха даиш бош бол иблисские государства сделали мосткашка кегина ияца байта иштилца байта ишт массу вошахета فتواشتي عبوبش قدع سوتيها عالم يحقه شيطان بول إيش با مو نقبيش ديكو خردر مو بقع خردر بو شواوش دقا ديلشا نعبيوش نقولن بو ويسغلوش تالا بايمر عليه الصلاة والسلام سن أمتا بايدع دويل بصو بدنا بصو بنانا بايدع دويل قدع ووشا خيتر ويداق لا سرقة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Вопросы коррупции, профилактику ДТП, наркомании и терроризма обсудили в Ачхой-Мартане. Там прошло выездное совещание секретаря Совбеза Идриса Черхигова. В нем приняли участие главы администрации районов и сельских поселений, представители различных министерств и ведомств, а также богословы и старейшины. Говоря о работе с молодежью, было отмечено, что для предотвращения их вербовки в ряды НВФ ведется большая работа, так же, как и в сфере противодействия наркотиков. Однако все эти вопросы по-прежнему остаются актуальными. Идрис Черхигов призвал все ответственные лица повысить эффективность работы, тесное взаимодействие со всеми органами власти. Сегодня эта встреча дала, мне кажется, дала какой-то положительный эффект, потому что были предложения,
конкретные предложения, были напутствия. И я думаю, в будущем мы только будем более активно проводить вот все эти мероприятия, более активно. Накануне в России отметили День работников дорожного хозяйства. В Министерстве автомобильных дорог Чечни организовали для сотрудников мероприятия. На плечи чеченских дорожников особенная нагрузка, можно сказать, легла в этом году. В регионе ведутся масштабные дорожные работы. Дороги прокладывают в самых труднодоступных местах, в том числе и высокогорных районах. Слово Мархи Ахмадовой. День Алисель Мурзаева начинается в 6 утра. Именно в это время, когда на дороге еще почти нет машин, начинается уборка улиц. Работает он на очень ответственном участке. В день Алисель Мурзаев от пыли и грязи очищает почти 7 километров дороги. В первую очередь, результат его труда видят приезжие, а состояние дорог – это отражение благоустроенности всей республики. Работа дорожника требует не только внимательности и усердства, но и любви к своему делу. Алисель Мурзаев отличается и тем, и другим. Добросовестный труд Али не остался незамеченным. В День работников дорожного хозяйства его представили к почетной грамоте главы Чечни. Такой высокой оценки в Минавтодоре удостоились 8 человек, а еще 11 работников Автодора получили грамоты правительства Чеченской Республики. Подарок от всего коллектива получил и главный дорожник республики. Министр поблагодарил команду за выполненный в 2016 году значительный объем работ. Абубакар Тумхаджиев назвал работников Минавтодора лучшими. Отдельные награды получили ветераны дорожной службы Чечни. Билал Масхадов проработал от инженера до директора дорожной службы целых 22 года. Сегодня ему особенно приятно присутствовать на мероприятии. В конце официальной части собравшиеся посмотрели ролик о проделанной министерством работе за прошедший год. Ну а после работники получили возможность посидеть с коллегами за праздничным столом. Радость, как всегда. То, что ты делаешь, для кого-то, кто-то едет по этим дорогам, которые ты делаешь, и кто-то благодарит. И самое главное, что людям спокойнее ездить по этим дорогам, по прекрасным дорогам, которые мы делаем. Вот эти переполняет эмоциями. Я хочу всех поздравить с этим праздником. Для нас это главный праздник, День дорожника. Желаю им успехов в труде и работать. Марха Ахмадова, Хамзат Аюбов. Новости. Жители Урус-Мартановского района смогут озвучить свои вопросы, предложения и проблемы властям в проекте «Наш район» завтра в 17:00 в прямом эфире на радио Грозный. Герой программы на этот раз глава администрации Урус-Мартановского района Валид Абдуришидов. Вопросы можно присылать уже сейчас через приложение WhatsApp или также можно позвонить по номеру, который вы видите на ваших экранах. В онкодиспансере республики прошел День открытых дверей, который был приурочен Всемирному дню борьбы с раком молочной железы. Различные акции к этой дате проводят ежегодно в 44 странах мира. В стране не осталась и Чеченская республика. Лариса Джабраилова с подробностями. Получить бесплатную консультацию специалистов республиканского онкодиспансера в этот день могла любая женщина. Прием вели 3 специалиста УЗИ-диагностики и 6 врачей-мамологов.
Рак молочной железы среди онкологических заболеваний у женщин занимает первое место. Ежедневно врачи онкодиспансера принимают до 50 пациентов. Несмотря на то, что в последнее время количество обратившихся за помощью в профилактических целях растет, в 40% случаев онкологию диагностируют на поздних стадиях. В первую очередь женщинам стоит обратить внимание на какие-то уплотнения в молочных железах, на изменение цвета кожи, на выделения патологические. Это, то есть, первый звонок для того, чтобы эти женщины срочно обратились к врачу. Женщинам от 40 до 60 нужно обязательно 1 раз в год делать маммографию. А женщинам до 40 делать надо УЗИ обязательно 1 раз в 6 месяцев. Помощь в регистрации желающих пройти обследование оказали и активисты общественного движения «Иман». У нас такая тенденция не только в нашем регионе, в общем в России, что пока женщина не получит какие-то симптомы, симптоматику, какие-то проблемы или боли, то есть не обращаются к нам. Если женщина обратится на первых стадиях, гораздо больше шанс, что женщина останется здоровой. Врачи республиканского онкодиспансера приняли в этот день более сотни пациентов. Профилактические акции, направленные на раннюю диагностику, здесь планируют продолжить. Следующие под названием «Голова-шея» проведут в декабре. Лариса Джабраилова, Муслим Типаев и Тимур Хайдаров. Новости. Карате Киокусинкай, ММА и К1. В Гудурмесе оспаривали звание сильнейшего воспитанники школы восточных единоборств Ахмат Ичигейки. В детско-юношеском турнире приняли участие более 100 бойцов. Все ребята показали хорошую подготовку и волю к победе. Главным событием вечера стал бой по правилам К1 между бойцом Академии Ахмат Ичигейки Мусой Султаевым и представителем клуба из Дагестана Дахиром Магомедовым. В тяжелом поединке победу одержал воспитанник Чеченской академии. Победители получили кубки и медали. В рамках 10-го тура чемпионата России по футболу грозненский Терек в гостях сыграл с Махачкалинским Манджи. На правах хозяев в дебюте встречи мячом больше владели игроки дагестанского клуба, однако первый голевой момент создали гости. С удачной позиции полузащитник Терека Далер Кузяев не сумел переправить мяч в ворота противника, пробив рядом со штангой. Хорошую возможность открыть счет в матче имел и бразилец Бесилио. Его удар со штрафного отразил голкипер Терека Евгений Городов. Во втором тайме футболисты обеих команд активизировались и имели немало шансов повести в счете. Игроки чеченского клуба даже забили гол, но из-за положения вне игры албанского нападающего Бекима Балая мяч не был засчитан. Кавказское дерби завершилось без голевой ничьей. Наша команда, имея в своем активе 15 очков, расположилась на 7-й строчке турнирной таблицы. Таковы были новости к этому часу. Мы желаем вам всего доброго. Адыпеушу.